Мұғалім бар ғой, қанша сыйлық берсе де оларға артық болмайды, жүрегімен істесе. Ал енді сұрап, осындай маған керек деп нетсе, ол бірінші мұғалімнің беделін түсіреді, екінші ол деген жақсы емес. Но если родитель сам хочет подарить подарок, то, пожалуйста, это его решение. Для учителей, вам говорю, не жалко, потому что это тяжелый труд, понимаете? Это качественных сейчас преподавателей очень мало, понимаете? И чтобы туда пошли, вот именно преподавать, это сейчас очень мало, потому что маленькая зарплата. Что вот самое главное за границей как? Вот преподаватели и врачи, посмотрите, какие зарплаты они получают. Самое главное изначально, чтобы обучают и здоровье дают. Я считаю, эти две основные профессии, которые надо поднимать. Если допустим, государство не дает, кто может, конечно, я, например, за, если подарки дают. Они же не будут там бриллианты дарить, правильно? Такие небольшие подарки, чтобы приятно было преподавателям. Я, например, за. Благодарность нести человеку, который обучает детей, какая-то определенная заслуга. Родители оценивают это и все. И учителя, и работники медицинских кабинетов всегда достойны каких-то подарков, возможно, денежных вознаграждений от своих клиентов. Я не считаю это взяткой, я считаю это справедливым вознаграждением и благодарностью от пациентов или от учеников. У них достаточно низкая зарплата, да и даже если, честно говоря, не низкая, я хочу отблагодарить человека. И если я имею такую возможность, то обязательно это сделаю. Мұғалімге деген сыйлық бергенге мен қарсы емеспін. Ол сыйлық болғанда қандай понятие растяжимый ғой. Мысалы, ол тек ақша ғана емес, елдің бәрі ойлайтындай гүл сыйласа да болады, тек мейрамда деп ойлаймын. Былай енді баға үшін өзіміз барып, ақша алып, ақша беріп деген ондай ешқашан да болмаған. Ол нәрсе ол дұрыс емес деп ойлаймын. Былай гүлден ешқашан да бас тартпаймыз. Мне кажется, в этом ничего нет. Чуть-чуть внимания раз в год. Мы обычно, когда мы говорим спасибо учителям, это на День учителя, на 1 сентября, и там на выпускной в конце года. Поэтому, мне кажется, это ничего в этом нет такого, и чуть-чуть поблагодарность всем бывает приятно, и благодарность, слова всегда нужны. Да, я считаю, что это классно, это знак внимания за их труд, и вообще подарки – это сунна, поэтому я приветствую это. Отблагодарить учителя. Например, почему бы 1 сентября не дать учителю цветы. Самое главное для женщины или даже это внимание. Я к этому отношусь очень положительно. Желательно это делать открыто. То есть, собирать, например, несколько учителей, устроить там дастархан и так далее. Тогда ни у кого не возникнет никаких мыслей, что кто-то там кулуарно хочет каким-то образом что-то, скажем так, простимулировать, скажем, того учителя. Потому что здесь очень тонкая грань. Когда один человек дает другому даже в знак благодарности какую-то, допустим, материальную ценность, он фактически пытается на этого человека уже влиять. Тот человек уже автоматически, учитель, допустим, чувствует себя зависимым от, допустим, родителя, который ему сделал какой-то подарок. А это очень сильно будет влиять уже на отношения этого учителя, на учеников. То есть он уже невольно становится пристрастным. Он будет, естественно, больше уделять ему внимания, он будет больше ему относиться, скажем так, с большим снисходительным, если этот ребенок, допустим, что-то не знает и так далее. Это нарушает учебный процесс. Желательно это, чтобы был не единоличный какой-то подарок, а подарок, допустим, от всех родителей этого класса. Тогда уже фактически все дети, они в равных условиях.